На первый взгляд обычный автомобиль ДПС, при виде которого водители машинально сбрасывают скорость. Понять издалека, что припаркованный экипаж не настоящий, довольно сложно. Главное отличие нового муляжа от его старых картонных аналогов в проблесковых маячках. Они включаются автоматически с наступлением темноты. Они питаются от батареи, которая заряжается солнечным светом. Такой необычный экипаж появился на трассе Казань-Ульяновск. Дорога ровная, асфальт новый, а участок опасный. По задумке инспекторов, муляж должен призвать лихачей к порядку. Автолюбители, к слову, такой креативный подход ГИБДД уже оценили. Все равно ограничивает скорость, чтобы люди не разворачивались. Все равно заранее как будто ДПС стоит. Манекен, скорее всего, психологически он быстрее еще подействует. Может быть, чем радар. Радары скрытно ставят, их не видно там где-то камера-то. А этот еще быстрее его увидит издалека. А это Буинск. Здесь на дежурство заступил не только патрульное авто, но и инспектор. Фигуры появились на одном из аварийных участков около мечети. А у 5-й гимназии появился макет ребенка, который собирается переходить дорогу. Салим Хусаинов – один из инициаторов идеи. Это была необходимая мера. В округе много молодых водителей-лихачей. Собрать деньги на манекены помогли благотворители. По словам буинцев, с момента появления муляжей здесь не произошло ни одной аварии. Первое время, конечно, чуть-чуть побоялся. Думал, у нас в Буинск новый гаишник приехал. Теперь все нормально, вот привыкли. Макет по-своему, наверное, нужен, кто первый раз ездит, то есть и останавливает, скорость скидываешь. Татарстан не первый регион, кто решил пугать нарушителей с помощью 3D-модели ДПС. Первые трехмерные муляжи в России начали применять на дорогах Ставрополья. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Верхнеуслонский и Буинский районы.